Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Якутия принимает гостей самых крупных спортивных соревнований страны текущего года, 8-х игр «Дети Азии». Они завершатся 7 июля. Игры детские, и логично, что ход соревнований также освещает детский пресс-центр. О работе юных корреспондентов мы и поговорим сегодня. Наша гостья в студии Ольга Семенова, директор республиканского издательства «Кэскил». Ольга Ивановна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема очень интересная. Все-таки детский пресс-центр – это такая своя какая-то интересная очень история. И мы все наблюдаем за работой наших молодых, скажем так, коллег, юных корреспондентов. Они очень активно освещают эти игры. Расскажите, кто эти дети? Как вы их нашли, где вы их набрали и, собственно, откуда они, может быть, приехали? Я понимаю, что с разных уголков республики. Да. Иван, я смею отметить, что это не случайные дети. Потому что мы стараемся, чтобы в журналистику пришли зажженные ребята, которые болеют этой профессией, у которых глаза горят и которые готовы коммуницировать со всеми, кто окажется рядом. Поэтому мы 5 лет назад при издательстве открыли медиашколы. И сейчас по республике мы занимаемся с ребятами, их около 500 детей. И в прошлом году, в начале учебного года, мы объявили конкурс. Конечно, туда попали дети, которые вне наших медиацентров тоже занимаются и увлекаются журналистикой. Их где-то 600 детей принимали участие, воронка довольно-таки большая. Мы сделали отбор по 4 округам. Это Заречная группа улусов, Вилюйская группа улусов, Арктические районы и город Якутск. И провели зональные тоже конкурсы, зональные обучающие курсы с участием спортивных журналистов, блогеров. И в феврале в рамках фестиваля «Мусустар» мы провели также очный интенсив для 120 детей. Так что вот дети, которые сейчас с нами освещают «Дети Азии», это 50 юных корреспондентов, которые боролись для того, чтобы попасть на этот пресс-центр практически год. И они стремились к этому, они мечтали об этом, чтобы приехать и общаться вот со своими сверстниками из разных стран, которые приехали к нам в гости. Ну, а если не секрет, какие конкурсные задания предлагались детям, чтобы попасть в эти заветные 50 человек? Что они должны были сделать? Конечно, входящее задание – это рассказать о своем селе, о своем районе, о своей республике. Потому что мы понимаем, что дети должны были готовы общаться, готовы общаться с представителями других регионов, других стран. Потому мы хотели, чтобы Якутию они знали на зубок, будем так говорить. Поэтому первое задание – это, конечно, знание родного края. Второе задание – это, конечно, освещение внутришкольных спортивных мероприятий. Второе задание. И третье задание – это все-таки у нас был спор, каким будет третье задание. Третье задание – это разговор с главой Наслега в целях прокачки общения с официальными лицами, которые сегодня у нас тоже находятся. Как интересно. Да. 24 вида спорта представлены на играх «Дети Азии» в этом году. Какой вид спорта детям понравился больше всего? Все-таки они побывали наверняка на всех. Да, мы ежедневно разговариваем, вернее, с детьми, и дети, конечно же, очень пристально наблюдают. Я даже мы же, когда с детьми общаемся, и детей смотрим, и предрасположенность, характер, манера общения, все это влияет на то, чтобы мы распределили детей по видам спорта. Но партия в 5 часов по шахматам, это, конечно же, детей прямо повергла в шок, можно так говорить. Полнейшая тишина, такая же атмосфера сохранилась в Go. Когда мы прокачивали на очном интенсиве детей, игра Go, она была одной из очень сложных тем. Дети должны были рассказать об этой игре в течение 30 секунд и набрать 10 тысяч просмотров в клипах ВКонтакте. И они этого достигли. Они этого достигли в работе в команде, потому что в каждой команде по видам спорта у нас работает сценарист,
работает человек, который работает с текстом, пишет текст, статью, интервью, и работает видеограф, который одновременно выполняет функции монтажера и режиссера, пока вот ресурсы издательства позволяют прокачивать в детях эти компетенции. Конечно же, самым ярким оказался волейбол, баскетбол, это командные виды игры, потому что дети четко понимают, что работа в коллективе – это очень трудоемко, и что это очень классно, что возможности одного человека по сравнению с тем, что делает коллектив, это практически ничего не означает. Поэтому мы детей обучаем тому, чтобы они научились работать в коллективе. Получается? Да. Получается. Ну, это очень, скажем так, хорошая профессиональная практика корреспондентства на Детях Азии. Но кроме этого, чем еще занимаются юные корреспонденты? Конечно, они посещают культурные программы посещают, встречаются с интересными людьми. Например, вот в начале этой недели они встретились с авторами, с людьми, которые помогали нашей родной национальной вещательной компании создавать первые дневники детей Азии. Да, детям очень было интересно узнать, почему и такая идея пришла именно тогда детям. И когда они узнали, что первые игры — это был прототип, конечно же, тех игр, которые проходят сейчас, многих механизмов и бизнес-процессов тогда не было. И даже тогда у моих ровесников не было бейджей, и когда дети узнали об этом, тоже стало интересно, как это, да? И дети вот попутно учатся организации, не только самоорганизации, и организации мероприятий такого масштаба, потому что они организуют эти пресс-конференции частично сами, находят собеседников сами, коммуницируют со спортивными федерациями тоже сами, поэтому какой-то объем работы продюсера они тоже выполняют. Вообще здорово. Всем прекрасно знаем, что дети-волонтеры, например, имеют ряд неплохих привилегий. Как минимум, это отличный набор формы, которая останется им потом на долгую память. У юнкоров какие, скажем так, плюшки? Плюшки, конечно же, это доступ ко всем спортивным мероприятиям, это доступ ко всем сборным командам игр. И, конечно же, это труд, человеческий труд, и он должен был оценен. Все-таки это рынок труда, и мы их готовим к профессии, поэтому они должны иметь четкое понимание своих ориентиров на заработок тоже. Поэтому в конце мы послезавтра детям вручим гонорары. Конечно же, здесь есть тоже такой, скажем так, воспитательная цель, как я уже говорила, и дети четко понимают, за какую работу относительно своей команды они имеют какую-то привилегию, потому что сумма гонорара, она отличается от выполнения задач. Как попасть в ваш пресс-центр? В наш пресс-центр, конечно же, можно попасть уже в школе. Мы со следующего учебного года планируем увеличить количество медиацентров, потому что сейчас в воспитательном и образовательном плане медиакоммуникации остаются одним из важных направлений, когда мы говорим о развитии вообще образования. Мы должны, наверное, учесть навыки детей, запретить мы уже не можем, и какой-то минимум вещей в образовательном пространстве должны сами дети делать. Поэтому мы всех приглашаем на наши медиацентры, следите за нашими объявлениями, общайтесь с теми детьми, которые у нас занимаются, и можете получать от них какие-то вводные данные, вводную информацию по вовлечению в нашу работу. Ну и вдохновиться, может быть, даже. Да, конечно. Давайте поговорим немножко об образовательном процессе, который вы проводите с детьми, на что уделяется особое внимание. Особое внимание уделяется тем профессиональным компетенциям, которые, скажем так, классическими, остались классическими. Это умение составлять текст,
потому что мы понимаем, что текст может составить человек, который умеет читать и обрабатывать информацию. В основу всего мы кладем, конечно же, эту ценность. То есть человек, читающий, может подбирать правильные слова, и немаловажно, что и в блогерстве, и в работе журналиста, и вообще в медиакоммуникациях, и коммуникациях вообще мы должны привлекать внимание человека. То есть сейчас мы понимаем, что в 6 секундах удержать внимание человека это дорогого стоит. То есть та эмоциональная красочность лексики – это основа всего, что мы делаем сейчас. Ну, работа ведется на самом деле огромная, но хочется спросить, насколько все-таки поддерживается детская журналистика у нас в республике, может быть, есть какая-то информация о стране в целом? Да, мы располагаем такой информацией, потому что сотрудничаем с федеральными структурами, которые заняты в сфере медиакоммуникаций. Я скажу, что очень большое движение делается со стороны общественного государственного движения первых. Да, но там исключительно идет коммуникация новостного и событийного плана, но мы все-таки живем в правовом государстве и стараемся детям передавать именно аналитические навыки. Поэтому, чтобы прививать эти навыки, нам нужно проводить системную работу. А системную работу ведут не во многих регионах, скажу. Я побывала в ряде регионов, где вообще вот испокон веков были развиты средства массовой информации для детей. Но, к сожалению, например, в национальных республиках журналы издаются, телевидение есть, да, но работа с детьми не имеет такой системный характер, как у нас в республике. Мы благодаря правительству и главе республики имеем возможность развивать это в рамках государственной программы языка, развития родных языков, государственных языков, и в рамках государственной программы все-таки развития информационного общества. И я сегодня очень благодарна тем руководителям, которые понимают и видят развитие республики именно в сфере коммуникации, потому что мы детей не заставляем быть всех журналистами. Мы, конечно, видим тех ребят, которые потенциально могут идти на эту профессию. Мы говорим детям о том, что коммуникация в любой профессии – это прямой путь к развитию отрасли. Любой отрасли, в том числе промышленности, сельского хозяйства и так далее. Поэтому вот системная работа ведется в нашей республике очень хорошо. И есть люди, у которых глаза горят, и которые видят, когда дети работают, что это тоже работает, это рабочий механизм, рабочая схема, как говорят. Рабочая схема, да. И несколько, 5 лет уже эта системная работа ведется в центре, в столице страны. Правительство города Москвы поддерживает тоже медиацентры. Они закупили медиацентрам в образовательных организациях города Москвы материально-техническую базу, проводят интенсивные курсы, работают с педагогами. Вот так вот, да. Ольга Ивановна, огромное спасибо вам за эту интересную беседу. Нашим юным коллегам передавайте большой привет и пожелания успехов в работе. Спасибо большое от имени наших детей, от имени нашего дружного коллектива издательства. Это была программа «Актуальное интервью». В студии для вас работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.